Что же будет с нами? Такой вопрос сейчас задают своему начальству работники многих швейных цехов. Естественно, люди боятся, что последуют массовые сокращения и снижение заработной платы. Всему виной ситуация на границе. Граница Казахстана и Кыргызстана закрыта. В связи с этим наши переживания по поводу работы. Потому что груз наш стоит, и отправить мы его не можем. А так как мы остаемся безработными, нам бы хотелось, чтобы этот вопрос каким-то образом урегулировали. Звонят и заказчики, а их сотни. Интересуются, когда же товар наконец дойдет до них. Проблемы на границе их не интересуют. Клиенты или вовсе не рассчитываются, или не доплачивают за срыв по срокам. Их можно понять, у них свои убытки. Потому местные пошивщики хватаются за голову. Как им выходить из ситуации, если нечем будет платить сотрудникам? В сфере легкой промышленности Кыргызстана занято огромное количество населения. Только в этом цехе работает более 50 человек. Учитывая, что многие швейные предприятия ориентированы на внешний рынок, то заработные платы швей напрямую зависят от заказов из-за рубежа. Таких швейных цехов у предприятия еще 7. Компании импортируют товар в Россию. Раньше основным рынком сбыта был Казахстан. Но после 2 революций многие иностранные партнеры побоялись работать с отечественными производителями. Поэтому, говорят, в цехе пришлось начать продвигать свою продукцию самостоятельно, переориентировавшись на Россию. Правда, везти товар все равно приходится через Казахстан. А потом еще нужно добраться до пункта назначения. Насколько скоро ситуация разрешится, швейникам остается лишь гадать и надеяться. У нас заключены контракты с многими предприятиями, и если мы не отправим товар вовремя, и он вовремя не придет, на нас накладывают штрафные санкции. Штрафная санкция идет от суммы закупки 5%. То есть это фактически, наверное, даже вся наша прибыль останется там. И, знаете, как бы людей, когда ты подписываешь контракт, особо не интересует, по какой степени или вообще, почему у тебя задерживается груз. И вот так. А так мы будем, я думаю, терпеть убытки. За 2 недели так называемой блокады продажи в магазине на Дурдое снизились в 2-3 раза. Швейный цех сейчас вынужден шить на склад. Это, конечно, риск, но главное – обеспечить работой сотрудников. На сегодняшний день у нас работает более 50 сотрудников. И своих здесь, кто у нас устроен, мы обеспечиваем работой. Но дело в том, что мы очень много работы отдаем на аутсорсинг в другие цеха. У нас есть такие предприятия, которые приезжают, забирают у нас работу на Иссык-Куле. Южный берег мы обеспечиваем работой. Здесь у нас в городе тоже очень много предприятий, которым мы даем отшивать нашу продукцию. И вот сейчас получилась такая ситуация, что мы вынуждены им отказать, потому что, чтобы самим хватило здесь работы, обеспечить как бы свое предприятие работой. Автомобильный способ перевозок самый оптимальный, отмечают работники швейной промышленности. Недорого и относительно быстро. Иные варианты транспортировки даже не рассматриваются. Самолетами перевозить нерентабельно. Авиаперевозки в десятки раз дороже автомобильных. Ну а морского выхода у нашей горной республики, к сожалению, нет. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС.